вот, друзья, именно вот это, на мой взгляд, самая первая версия, самое первое исполнение этой песни. Автор, к сожалению, не указан нигде, но говорится о том, что эта песня была написана бардом. Впервые я услышал ее в городе Томот в 2007 году в исполнении группы как раз таки вот этой Понтий Пилат. Группа занималась в Алданском рок-клубе, и вот как-то проездом я там был, и мы были на вечеринке в ДК в Томоте, и вот эту песню я услышал там, она мне понравилась, и вот с тех пор я долго-долго думал, как же придать совершенно новое современное звучание этой композиции и попробовать сотворить, так сказать, кавер. Всем привет, друзья, эта программа испытана на себе, и сегодня я предлагаю всем вам стать свидетелем сотворения с нуля кавер-версии песенки «Ярославны слезы». А также мы снимем на эту песню клип и уже в конце этого выпуска представим на ваш суд. За неделю написать музыку, записать девушек, сделать композицию, кавер-версию песни «Ярославны слезы» и уйти от рок-исполнения именно в современный электро, фолк-поп, наверное, да, ну, вот, снять клип, сделать клип и выпустить его в релиз. Этим, в принципе, мы и займемся в этой программе. Так, открываем Fruity Loops. Ну, для того, чтобы приступить уже к написанию, так сказать, нашего трека, перебазировался я в наше непосредственно рабочее пространство, в соседний кабинет, так сказать, за наш компьютер, где на компьютере установлена программа. Это именно Fruity Loops. Я решил, что наша композиция будет на 100 ударов в минуту. Такой распространенный стиль, да, особенно вот в машинах хорошо он идет, так называемый тиктоковский микс, да, об этом я сейчас скажу. Так, начало. Для начала мне нужно обрисовать картинку, то есть по битам построить, подберем бит, да. И так как у нас время ограничено про все неделя, то есть я не стал экспериментировать с битами. Конечно, для меня, как бывшего диджея, это очень интересно, именно работа по битам, да, с ударной долей поработать. Но это уже, думаю, будет последующий проект, где уже конкретно я обязательно к этому вернусь и поработаю. Но пока я и решил использовать уже заготовленные в программе, есть уже так называемые лупы. Так, вот мы возьмем вот это Вот мы его несколько раз продублируем. Сюда раз и сюда еще один поставим. Ага. Это вот где-то будет начало. Начало, конечно, будет интро, а потом после интро пойдут вступления вот эти барабаны. Так, и дальше нам нужен еще один такой электрон. Вот уже такой уже помощней. Вот этот попробуем, что он нам даст, ну-ка. Нет, немножко он сбивает нас с ритма. Вот это попробуем. Так, уже получше. Сейчас еще что-то. Вот, тут уже такой, более-менее такой мощнецкий. Так, ну-ка мы потом переход. Во! Уже звучит, да? Слышите? Так, здесь мы еще его продублируем. Сюда еще. Еще. И пошел. Здесь мы, само собой, через эффекты потом сделаем. Ну вот он есть, основной бит. Так, сейчас нам нужно уходить на бас. Так, сделать интересную. Тут я начинаю уже плутать, честно, друзья, потому что в программе не так хорошо ориентируюсь, особенно в навигации.
и где вот они именно басовые ходы. Так, кик, вижу, кик, луп, сикс, вокал. Тут очень много есть заготовок, и поэтому, как я уже раньше говорил, сейчас мы будем рисовать бит, и я хотел бы, чтобы продолжением или вторыми руками мне помог в этой программе работать наш Вадик Барашков, мой коллега, с которым, кстати, мы уже, наверное, единственный, кто очень часто остается после работы. Покуда я делаю какие-то там видео, свои там заготовки, всегда смотрю внимательно, как Вадик именно работает в программе Fruity Loops, делает какие-то ремиксы, ну и тому подобное. Ну все, теперь, собственно говоря, мы уже вдвоем и начали. Сейчас нужно вырисовывать, так как Вадим, он ориентируется в программе очень хорошо, как рыба в воде, я бы сказал, да, вот сейчас, ну, я думаю, что основную задачу, Вадик, ты понял, да, это, что я хочу получить, да, вот сейчас мне бы хотелось немножко покопаться в этих, в инструментах, ну, начнем с баса давай, да, наверное, чтобы у нас уже представление было, уже, так сказать, фундамент, да, тут основа это бит и бас, а потом уже начнем все это обрисовывать. Ну, ребята, всем здравствуйте. Ну, я решил помочь коллеге. Давай пройдемся. Так, ты решил такой бит, да, взять. Это как будет начало предисловия, то есть после интро. Вот он, потом уже пойдем на основную партию, может быть, на припеве, где-то там уже. Вот. Сейчас будут что-то по басам поиграться, да, вот этот рисунок нарисовать бас. Да, нам очень важен бас. Первоначально это бас. Я, как Серега сказал, я не профессионал, конечно, я отвык от этого уже на 10 лет. И вот после работы иногда, ну, у всех людей как бы есть хобби. Кто-то читает, кто-то бегает, кто-то тренируется. А я вот иногда вот изучаю. Конечно, отстал от всего. Так, давай придумаем бас. Но все равно имея твои музыкальные. Я просто помню, как-то у нас были несколько экспериментов, да, когда там что-то играют махом подбираешь аккорды и все это. Ну, я-то вообще как бы не музыкант, но имея диджейское прошлое, да, вот у меня, в принципе, давайте есть вот, такая тяга к аранжировкам. Я накидал что-то. Ну, это стандартные, как бы сроки горят, нету тут сторонних плагинов, все стандартное. Все, что то есть в обычной программе все эти да, звуки есть, так что, ну, друзья, имейте в виду, что тут ничего сверхъестественного. Поэтому я, в принципе, так и говорил, что мы сейчас прям на классической базе Fruity Loops мы сделаем. Вот на примере баз. Вот. Тоже хороший рисунок. И скажу, что и поверх основного вот такого рисунка мы добавляем, например, вот этот. Вот, вообще класс. Это чтобы ярче он был выражен, да, бас у нас, басовый ход. Да, ну я так и делал. Вот. Я буду запоминать, где ходить, какие-то, где находятся все так, эти. сейчас будем искать. Так, где у нас... Чтобы он еще не просто как бы сам рисунок описал, но чтобы он добавил децибел, да, сказать, давление. Да. Во, да? Вот. Например, мы вот сделали. Сейчас мы можем его накинуть сюда и послушать. О, уже интересно. Сейчас там по эффект ставим. Уже похоже, да, друзья? Да. Ну да. В принципе, уже вырисуется то, что вот именно я и хотел. Я уже записал, если честно, простую версию, просто на аккордах на синтезаторе наиграл, отправил оригинальную версию и
то, что я записал, пробник, так сказать, руководителю вокальной студии Татьяне Усинок, которая занимается здесь же у нас по соседству, в ДК имени Пушкина. Вот, и мы уже честно подобрали вокалисток. Это две девушки, Кира Валова и Алиса Ибрагимова. Вот они сейчас уже приступили к репетиции. Конечно, то, что я им отправил первую версию на синтезаторе, это в корне будет отличаться от уже, так сказать, то, что я хочу на выходе получить. Но пока, чтобы мне важно, чтобы они уже начали занятия, чтобы уже просто прочувствовали, выучили эту песню и начали ее уже репетировать. Сейчас я вам покажу, какую версию, чтобы потом было с чем сравнить, что мы в начале, какую версию я сейчас отправил. И все это мы будем делать на базе нашего филиала НВК Саха-Якутия-24, на базе Нелюбинского филиала. Здесь тут, ну, правда, есть еще вспомогательные инструменты, это также вот микрофон, но вот об этом я чуть позже расскажу. Вот, а пока мы только начинаем. Так, вот. Но это то, что я буквально сразу. Потому что хочется, чтобы максимально в кратчайшие сроки все это мы сделали. У нас на все про все неделя. И поэтому пока мы только начинаем набивать, так сказать, минус, делать фонограмму, то есть чтобы девушки уже приступили к репетиции, уже знали, прочувствовали песенку. Поэтому для начала я просто, используя там автоматический режим, на синтезаторе настучал такую вот версию. Причем это, ну, чтобы было удобнее сравнивать с оригиналом, да, то есть я добавил такого немножко, ну, рокового звучания. Но опять же, это лишь рабочая версия, чтобы пока готовится уже трек, который будет использован и в клипе, и, надеюсь, и в будущем, который мы запустим, и, может быть, даже ротация, если получится, конечно, ротацию на радио. То есть, ну, будет в корне отличаться, ну, чтобы они пока же, еще раз повторюсь, уже начали репетиции. Это уже соло пошло, да? Этот солечек такой. Нужно ставить его сюда. Сюда. Во. Угу, потом сюда. Тоже такие заготовочки уже. Если сюда их. Не, оставим тут. Так, давай послушаем, как они вообще. Вот это уже вырисовывается, есть атмосфера, потом вступление по битам, потом на припев мощный бит, а это уже как наш соляк. Это пока без баса, да? Да. Да. Ну да, так, можно добавить вот этот пад наш. Мне кажется, пад, он пусть на протяжении всей прям композиции звучит. Угу. Так. И бас. Который мы там пробовали. Басочек. Так, басочек у нас где? Пятый. Так, вот. Давайте попробуем с басом. Кажется, как просто, да? Быстро, на самом деле, это уже не один день работы, не один вечер поздний. А ты сейчас отдельно на соло. Ну еще послушал этот бас, который... Какой там реверок? Какой реверок? Вот он прям просится туда на этот бас, да? Ну, я уже поставил. Ну, как будто не. Друзья. Оказывается, наш Вадик разбирается в программе Fruity Loops. Программа известна тем, что обычный казахстанский железнодорожник, используя эту программу в своих ремейках, ремиксах, получил Грэмми. Это очень известная история. Теперь мы пытаемся сделать современный трек. Все, как говорится, начинается с написания музыки.
исполняет тогда. Друзья, после того, как наш трек, наша композиция готова, ну или как говорят на профессиональном музыкальном сленге, минус, потому что это трек пока что без вокала. Вот нам осталось записать вокал. Что для этого необходимо? Прежде всего, это наличие звуковой карты. В данном случае профессиональная переносная звуковая карта, куда можно подключать микрофон, также клавиши, музыкальные инструменты. У меня тут 4 выхода. Также к звуковой карте всегда идет, обычно, в большинстве случаев идет приложение или программа, через которую мы будем записывать вокал. В данном случае у меня программа Ableton. Вот. Ну и, конечно же, немаловажный фактор, который отвечает за звучание и конкретно за чистоту и за качество записи голоса, это, конечно, микрофон. Желательно всегда, конечно, должен быть студийный микрофон, при выборе которым ограничений нет, только наличие денежных средств, так сказать, по бюджету. Я выбрал средний статистический микрофон, потому что помимо записи вокала мне еще необходимо записывать, скажем, закадровые тексты для фильмов. Вот, в принципе, у нас все готово. Микрофон подключенный, звуковая карта настроена, все. Осталось дело за малым. Ждем вокалисток и сегодня попробуем записать. Я уже какие-то тестовые записи пробовал делать, но в профессиональном качестве сегодня мы будем это делать впервые. Сейчас ждем вокалисток и, конечно, покажем вам непосредственно процесс, как это все происходит. Небо высокое, улетели птицы. Павшим героям уж не воротиться, в небо высокое улетели птицы. Ничего. Павшим героям уж не воротиться. Давай еще раз я только второй голос пою. Давай. Небо высокое улетели птицы. Павшим героям уж не воротиться. В небо высокое улетели птицы, павшим героям уж не воротиться. Вот как это называется вторым голосом, да, вообще классно получается. И потихоньку над дiminuendo уйдите. Идея изменить авторскую песню нас очень заинтересовала. Я надеюсь, слушатель оценит нашу работу. Запись вокала состоялась. Теперь мне нужно их разбить и добавить обработки на голос, на звучание. Самое кропотливое, да, это, конечно, скомпоновать припев. Мы когда писали вокал, я попросил девушек спеть в разных не тональностях, да, а в разных диапазонах. То есть сначала мы брали более низкий диапазон, а потом я просил их еще раз спеть то же самое, но уйти на октаву выше. Это сделать для того, чтобы в припеве можно было где-то усилиться, и как можно больше пустить какого-то, как называемого, разноголосия, да? Кого-то из девочек оставить на низах, кто-то по верхам пойдет, чтобы, так сказать, сделать краски, да, картинку такую звуковую. Так, у нас здесь все есть. Это есть. Очень интересно на программе. Поднялись как тучи. Вот есть уже эти у нас. Поднялись как тучи, вороны над полем. Угу. Это я использовал реверберацию, простую обычно холл, специально для вокала есть. Еще надо. Поднялись как тучи. И еще очень важно при создании вокала, да, есть так называемый, даже просто в озвучании текста есть такое приложение, не приложение, а обработка, так называемый компрессор. Он поднимает голос, где-то, может быть, когда поешь или начитываешь, да, текст, где-то, может быть, чуть-чуть на придыхании, чуть тише. Вот. А компрессор позволяет все это выровнять, и он еще придает чувство близости. То есть, чтобы голос поднять, чтобы ощущение было, что он прямо здесь рядом, исполнитель стоит и поет. Сейчас мы добавим. Здесь есть очень много вариантов. Я на одном остановился, акустический. Поднялись как тучи, вороны над полем. Войско Святослава возвращалось с боя, стоя одиноко. Второй пошел.
Не сводя глаз с поля, нежно мужа ждала в тереме. А вот дальше пойдет уже припев. И здесь, вот как я уже говорил, да, мы оставляем один вариант это по низам, второй берем по верхам и пробуем скомпоновать, что получится. Небо высокое, улетели птицы, павшим героям уж не воротиться. Как сразу звучит, да? Небо высокое, улетели птицы, павшим героям. А тут уже я поменял. Тут я уже подставил. То есть сначала первая часть припева начинается, по-моему, Кира поет низкую партию, Алиса вверх уходит. А вторую часть припева я попробовал поэкспериментировать, наоборот поставил. То есть Алиса уже поет низкую партию, а Кира верха уходит. Уж не воротиться. Вот смотрите. Небо высокое, улетели птицы, павшим героям уж не воротиться. Вот это протяжно, молодцы. Они это, кстати, сами придумали, девочки. И потом еще мне что понравилось, это новшество, да, за время, пока мы готовили фонограмму, вот, девочки на репетиции еще разложили на двухголосие. И вот в данном случае на втором припеве можете заметить, как сразу отличается вокал, потому что Кира мало то, что поет по низам, она еще взяла второй голос. И поэтому такое звучание необычное получается. Уж не воротиться, небо высокое, улетели птицы. И вот третий куплет уже пошли четко на два голоса разбиваем, там уже Кира начинает тут уже петь вторым голосом. Столетия, через гром и грады, нет уж печенега, для любви преграды. Но бывает утром, шелестят березы и блестят на листьях ярославны слезы. Как сразу, да, картинка вырисуется красивая. Но все дело теперь за малым. Голос я свел, все мне здесь готово. Сейчас я это все сохраню без минусовки, потому что она у нас рабочая. И перемещаемся уже в соседнюю комнату. Зову Вадика, и мы начинаем уже постобработку, уже финальную часть. Ну все, друзья, с вокалами закончил, отправил его Вадику, и будем сейчас финальный аккорд настраивать. Вадик, я отправил. Вадик! Короче, отправил звук. Смотри, все как бы свел. Посмотрим сейчас. Давай сейчас накладывать. Ага. Поднялись как тучи, вороны над полем, войско Святослава возвращалось с боя, стоя одиноко, не сводя глаз с поля. Прям, ну, девочки молодцы, прям спели прям. Поднялись как тучи, вороны над полем, войско Святослава возвращалось с боя, стоя одиноко. Давай припев посмотрим. Так, припев у нас. Небо высокое. Тут, знаешь, не хватает этого. Делей не хватает мне вот это. Да, повторение, повторы что ли. были, да. И я, если ты не будешь против, я вот добавил. Конечно. Я прям с Ну-ка, самого ну-ка начала. послушаем, да? Интересно. Конечно. Небо высокое, улетели птицы, павшим героям уж не воротиться. Небо высокое, Вот без дилея. улетели птицы, павшим героям уж не воротиться. Вот что и хотел. Атмосферу сразу добавил, да? Да, так что Можно идти снимать клип. да. Всем привет, ребята! Сегодня мы для вас запишем новый видос. С праздником! Все, поехали, снимаем. Все, встаем за пульт. Включай.
Ты включай. Я думал, Музыку. Поехали. Все в образе. Войско Святослава возвращалось с боя, стоя одиноко. Че не поем-то? Не сводя глаз с поля, нежно мужа ждала в деревне высоко. Небо высокое, улетели птицы, павшим героям уж не воротиться. Улетели птицы, павшим героям уж не воротиться. Поднялись как тучи, бураны над полем. Войско Святослава возвращалось с боя, стоя одиноко, не сводя глаз с поля. Нежно мужа ждала в тереме высоко. Перед ней дружина стала на колени, зарубили князя, коли ты чинеги, обвела дружину карими глазами и на землю пали. Я вас что спать, да? Блин, Господи. господи. Я вам сейчас выйду. Да, я замерзла уже тоже, капец. Холодно, говорю, холодно. Сегодня мы экспериментируем с молодыми талантливыми девчонками из вокальной студии «Апельсин». Позавчера мы произвели съемки на крыше здесь ДК Пушкина. Прям как будто духи благоволили. Выпал солнечный день. Безветренный, солнышко, все хорошо. И буквально нужно на следующий день и последующий начался снег. Ну, это, в принципе, для мая месяца, в мае месяце для Нерюнгри это, это нормальное явление. Но факт тот, что мы успели снять. Закончили также вчера последние штрихи в постобработке уже непосредственно трека, минуса, как я говорил, уже доделали. Наложили голос, записали голос, наложили. Ну, теперь дело за малым. Осталось все это скомпоновать и на этот наш записанный трек наложить видео, которое мы сняли. С чем сейчас я и буду заниматься. Предварительно, ну, покуда еще не включал камеры, да, дабы не сглазить, я уже накидал рыбу. Более-менее последовательность сделал, как идет по сценарию, по действиям. Вот я все выложил на таймлайн. Работать буду в программе Adobe Premiere. Вот. Будем пробовать. Ну и еще один такой момент. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с желанием в какой-то большей степени реализовать себя и приблизить себя, вернее, к съемкам художественного фильма. Поэтому многие заметили, да, кто смотрел мои ранние работы именно в качестве клипмейкера, да, то есть у меня всегда перед началом песни есть какая-то предыстория. Ну, так вот мы и решили в этот раз тоже. Небольшая вставочка и концовочку мы сделаем. А в середине песня. Снимали мы в один день. И как всегда, когда сам снимаешь, ну хорошо, родители помогали, вот, в частности Алисы Ибрагимовой. Папа вообще очень оказался активным. Все, и где-то и микрофон подержать, и камеру подержать.
То есть очень молодец, за что спасибо большое ему. Так, но тем не менее, так как в один день и, честно, боялись, чтобы солнце не спряталось, поэтому немножко торопились. И упустил я один важный момент. Я не прописал отдельно на микрофон звуки голосовые, не голосовые звуки, а именно звуки ходьбы города на начале. Поэтому пришлось импровизировать, попозже выходить доснимать. Но сейчас будем работать над этим, сейчас звуковой составляющей. Что думаешь, получится? Главное, чтоб люк был открыт. А так микрофон хорошо берет, я прям слышу, да. Вот тут дальше сейчас. Мне интересно, как они будут заходить уже в ДК. Встреча с вахтером. Это все. Здравствуйте, девочки. А вы куда? А у нас репетиция. Проходите. Вот здесь уже звук с камеры пошел, но он чувствуется. Сейчас попробуем, может быть, посредством каких-то обработок. Я имею в виду звуковых, да, чуть-чуть поднять и сделать лучше. Потому что хочется, потому что в большинстве своем, чтобы придать художественности, да, ленте, видеоработе, в том числе и клипу, тем более, где есть диалоги и живое, так сказать, лайв-включение. В кинематографе они дублируют и звуки, специальные приспособления там для каждого. У них даже, по-моему, шаги по снегу, да, на студиях пишут, это пленку вот так вот жмут, как будто по снегу идет. Но это я пытаюсь записать, кстати, вот на этот же микрофон. Так, и тут мы немножко... и на самой фонограмме, на самом треке вчера я решил немножко сократить начало. Посоветовался с Вадиком. Он, в отличие от меня, имеет музыкальное образование, и очень долгое время уже непосредственно занимается в свободное от работы видеоинженера и оператора время занимается именно музыкальными композициями, в том числе и сотворяет, и делает, и за что огромное спасибо, то, что он мне помог разобраться в программе Fruity Loops, на которой, собственно говоря, мы и делали этот трек. Используя свое диджейское прошлое, я уже знал, что буду пичкать эту фонограмму электроникой. То есть хотелось добавить такого атмосферного, электронного, современного звучания. Я снимал по несколько дублей с разных ракурсов. Вот теперь мне нужно все выложить на таймлайн, сопоставить голосовые звук с видео, чтобы было попадание, выложить все дубли и потом начать уже их компоновать, чтобы получились грамотные переходы от одного до другого, крупные. Как нас учили, да, такой совет, которым, в принципе, я всегда пользуюсь, и даже когда у меня начинающие там юные школьники, да, которые занимаются блогингом, где-то спрашивают, я всегда говорю, самое основное правило простое, это крупный, средний, общий. Вот, пожалуйста, у вас должен сюда там, либо в этой интерпретации можно менять по-разному, там, с общего на крупный, средний, вот это основные параметры. Хотя, как мы знаем, в творчестве всегда есть момент идти против правил. Это же творчество. Вот теперь можно смело выдохнуть и сказать, что да, работа проделана, в сроки мы уложились, ровно неделя. И пришло время для презентации того продукта, собственно, над которым мы всю неделю потели, кропотели, который мы делали. Друзья, это была программа «Испытана на себе». А сейчас вашему вниманию наше творение, кавер-версия на песню «Ярославны слезы», кавер 2022 в исполнении Киры Валовой и Алисы Ибрагимовой. Приятного просмотра. Я прощаюсь до следующего выпуска. Пока-пока. Что думаешь, получится? Главное, чтоб люк был открыт. Здравствуйте, девочки. А вы куда? А у нас репетиция. Проходите.
Всем привет, ребята! Сегодня мы для вас запишем новый видос. С праздником! Поднялись как тучи, вороны над полем. Войско Святослава возвращалось с боя. Стоя одиноко, не сводя глаз с поля, нежно мужа ждала в тереме высоко. Небо высокое, улетели птицы, павшим героям уж не воротиться. Небо высокое, улетели птицы, павшим героям уж не воротиться. Перед ней дружина встала на колени, зарубили князя в поле печенеги. Обвела дружину карими глазами, и на землю пали слезы жемчугами. Небо высокое, улетели птицы, павшим героям уж не воротиться. Небо высокое, улетели птицы, павшим героям уж не воротиться. Пролетят столетия через гром и грады, нет уж печенега для любви преграды. Но бывает утром, шелестят березы и блестят на листьях ярославны слезы. Небо высокое, улетели птицы, павшим героям уж не воротиться. Небо высокое, улетели птицы, павшим героям уж не воротиться. Ой, извините. И ничего страшного, девчонки такие заряженные. И пульт реальный. Можете? Не, мы пока что балуемся. Ну, будет желание к нам в офис забегать, мы что-нибудь придумаем. Хорошо.